Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я хочу вам рассказать сказку Ивана Белышева «Упрямый котенок». У одной девочки жил котенок. Был он упрямый и все делал по-своему. Собрался он раз погулять, а девочка ему и говорит: «Не ходи далеко, потеряешься». Не послушался котенок и побежал в лес. Пошел он в лес, шел, да и заблудился. Испугался котенок, сел на пенек и заплакал. Скачет мимо пня зайчишка. «Ты чего тут сидишь? Ты кто такой?» – спрашивает зайчишка. «Не знаю», – говорит котенок, – «я маленький». Засмеялся зайчишка, а потом задумался и говорит: «А ты скакать умеешь?» «Скакать я хорошо умею», – отвечает котенок. «Ну тогда ты зайчонок, идем, я тебя домой отведу». И пошли они по лесу, и пришли они в огород, где зайчишки жили. Дали котенку капустный лист на ужин, а он заплакал: «Я этого есть не умею», и стал листом слезы вытирать. «Значит, ты не зайчонок», — говорят зайцы. «А по деревьям лазать умеешь?» «Умею», — отвечает котенок. «Тогда ты бельчонок». И повели его к белке. Вот к такой белке. Дала ему белка еловую шишку. Вот такую. А котенок опять заплакал: «Я мышку хочу». «Вот глупый», — сказала белка, — «сразу бы сказал, что ты ежонок». И засмеялась. «Пошли, я тебя домой отведу». И пошли они дальше по лесу. Привела его белка к ежихе. Вот такой ежихе. Ох, наелся котенок, но только лег вместе с ежами спать. О, как скочит, ой, кричит: «Не могу!» Все бока исколол и заплакал. «Что же мне с тобой делать?» — говорит ежиха. «Не зайчонок ты, и не бельчонок, и не ежонок. Кто же ты?» «А я не знаю», — отвечает котенок. «Я маленький». «Я знаю, кто ты», — сказала ворона, сидевшая на сосне. Вот такая ворона. «Карр», — сказала ворона, — «я знаю, ты котенок». «А ты не врешь? Вот чудак! Что я, котят не видела?» «А может, ты знаешь, где я живу?» — спросил котенок. «А как же», — ответила ворона. «Карр, беги за мной». Вышли они из леса на дорогу. Увидел котенок дом. Задрал хвост и помчался со всех ног домой. Прибежал домой и говорит: «Больше я никогда не буду в лес ходить». Тут и сказочки конец. А кто слушал, молодец.